В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Итак, 19 октября по всей России свой профессиональный праздник отметят следователи-криминалисты. Это важнейшее звено следственного управления. Зачем люди идут туда работать и как они раскрывают сложнейшие преступления, нам расскажет Алмаз Габдрахманов. Это заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан. Алмаз, добрый день. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно же, хотелось бы у вас узнать. Зачем вы вообще пошли на эту работу и как попали в отдел криминалистики? После окончания высшего учебного заведения и год прослужив в армии, передо мной встал вопрос, то есть чем я буду заниматься, и непосредственно я свой выбор сделал в пользу тому, чему я обучался. Получив диплом юриста, я уже непосредственно для себя сделал выбор, что я хочу стать следователем. И непосредственно уже в 2017 году я начал свою трудовую деятельность с должности следователя Чешминского межрайонного следственного отдела. В 2019 году уже меня пригласили в отдел криминалистики Следственного управления по Республике Башкортостан, где я уже начал свою трудовую деятельность непосредственно уже следователем-криминалистом. Вы предполагали уже то, что столкнетесь с такой тяжелой работой все-таки? Ну, на тот момент я полагаю, что все-таки выбор был сделан мною правильно, и больше всего оно основывалось, наверное, на тех фильмах, на которых мы росли. Да. Свой выбор я сделал, основываясь больше, наверное, на тех фантазиях, которые я видел уже в фильмах, а непосредственно столкнувшись непосредственно со своей работой, я уже осознал, какая она тяжелая. Ну вот как раз-таки по фильмах и сериалах, да, которые показывают по телевизору, в частности показывают следователь-криминалист, это для некоторых людей, это люди в белых халатах с пробирками, с колбами что-то делают. На самом-то деле это не так, да? На самом деле, да, действительно дела обстоят не так. Возможно, многим бы из нас, наверное, хотелось свою работу проводить не в теплом кабинете, в белых халатах, но, к сожалению, в реальности такого практически не бывает. То есть основная задача следователя-криминалиста – это непосредственно выезда на места происшествий, оказание содействия и помощи следователям в целях обнаружения следов преступления, их изъятия, правильной упаковки и последующем их направлению в экспертные учреждения. От детективов и фильмов чем отличается ваша работа? Ну, как показывают ее? Основное отличие, так скажем, да, у нас в фильмах как? Все быстро, все красиво и, пожалуйста, результат. А на деле же у нас это рутинная работа в части чего? В части непосредственно это производство допросов, осмотров мест происшествий, осмотр предметов, которые порой могут длиться несколькими часами, а то и днями. Ну, в вашем производстве наверняка находится очень много, в том числе и резонансных дел. Как получается удержать вот эту всю информацию в голове и не упустить ни одной важной детали? Тем более для следователя-криминалиста, насколько я знаю, да, каждая деталь важна. Да, действительно, каждая деталь важна, но здесь, в первую очередь, человеческая память играет важную роль, которую и приходится запоминать многие даты, имена, фамилии. То есть и здесь огромную роль, как я уже отметил, играет память и аналитический склад ума непосредственно. Ну, пользуемся ежедневниками, записываем какие-то важные детали для себя, чтобы в каких-то моментах могли заглянуть и вспомнить. А можно ли восстановить картину происшествия даже спустя вот много-много лет событий? Вот как раз-таки касаясь одной из основных задач следователя-криминалиста, да, это является раскрытие преступлений прошлых лет, где как раз-таки и важно именно восстановить на момент совершения преступления, да, события того времени. Да, действительно, это возможно. Но с чего мы начинаем? Да? Следователь-криминалист непосредственно начинает с повторного осмотра места происшествия, анализа материалов полностью уголовного дела, повторных допросов свидетелей. И последующим уже нам удается установить ту картину событий, которые произошли на момент совершения преступления, даже если с этого момента прошло много-много лет. Алмаз, скажите, вот честно говоря, вот если бывали случаи, когда вы раскрывали преступления вот 20-30-летней давности, что вы на тот момент ощущали? Какое-то облегчение, там, радость? Что у вас творилось на душе?
Ну, всегда, когда получаем положительный результат, устанавливаем лицо, совершившее преступление, я и мои коллеги всегда, наверное, в первую очередь ощущают некую такую эйфорию от полученного положительного результата. Ну и, конечно же, то, что восторжествовала справедливость и чувство выполненного долга. Мы наверняка слышали о ДНК-экспертизах, о баллистике. Ну, это уже как классика, да. А сейчас вот современное оборудование, какое стоит на вооружении у следователей-криминалистов, хотелось бы узнать, и как оно помогает? Ну, у следователей-криминалистов, так скажем, большое количество криминалистической техники, которая у нас стоит на вооружении, и которую мы, можно сказать, применяем практически ежедневно. Обо всех их я, конечно, рассказывать не буду, ввиду того, чтобы подготавливать потенциальных преступников к совершению преступления и обходить те самые наши моменты. Но из основных я могу упомянуть это комплекс UFED, который нам позволяет скрывать мобильные телефоны даже с установленными паролями и получать оттуда какие-либо данные, имеющие доказательственное значение для нас. Также это источник криминалистического цвета, при помощи которого мы находим биологические следы, в том числе кровь. В том числе кровь на местах совершения преступлений. Можно отметить, это оптик, это прибор, при помощи которого мы находим видеокамеры, скрытые видеокамеры, которые запечатлели, допустим, тот или иной момент. Используем также квадрокоптеры. В большей степени мы используем их в ходе осмотров мест происшествий больших территорий, а также они нам прекрасно помогают в ходе поисков пропавших людей в лесистой местности, в открытых территориях. Либо же даже бывали случаи, когда мы при помощи коптера находили лицо, совершившее преступление, которое скрывалось в лесном массиве. Ничего себе, даже так. Да. Скажите, пожалуйста, а дома как относятся к вашей работе? Ну, наверняка очень часто приходится задерживаться по долгу службы. Ну, дома относятся к моей работе с пониманием, так скажем, с терпением. Да, порой уходим рано утром, возможно, придем глубокой ночью. Ну, жена понимала, за кого выходила замуж. Бывало такое, что наверняка супруге тоже рассказываете о каких-то там делах, о своих переживаниях? Может быть, супруга даже подсказывала вам что-то? Ну, порой бывает, какие-то моменты обсуждаем, и где-то интересно очень даже слышать мнение там, стороннего человека к тем или иным обстоятельствам. Бывали даже случаи, когда... Правильные подсказки, так скажем. Да, бывали правильные подсказки, где в последующем, при помощи которых в последующем удавалось раскрывать преступления. А вообще, насколько важна командная работа, по-вашему? Ну, у следователей-криминалиста также одним из основных задач это непосредственно взаимодействие с другими правоохранительными органами. На каждое совершенное преступление у нас выезжает следственно-оперативная группа, это в составе следователей, криминалиста, сотрудников органов дознания, эксперта, который участвует у нас в ходе осмотра места происшествия в качестве специалиста. И вся вот эта командная работа и помогает нам достигать результата. Следователь на месте происшествия с участием криминалиста изымает предметы, которые в последующем осматриваются и уже направляются в экспертные учреждения. Одновременно с этим оперативные сотрудники устанавливают свидетелей, видеозаписи с камер видеонаблюдения. А уже непосредственно эксперт проводит экспертизу, и на основании всех полученных данных мы уже делаем выводы о причастности того или иного лица к совершенному преступлению. А в чем сложность заключается в вашей работе? Злоумышленники ведь тоже не стоят на месте, и тоже идут в ногу со временем, используют тоже какие-то современные материалы. Ну, основная сложность всей следственной работы, так сказать, это порой нехватка информации о совершенном преступлении. И непосредственно вот здесь и у нас во многом зависит от профессионализма следователя-криминалиста для ее получения. Не всегда получается у нас общепринятыми мерами получить ту или иную информацию о совершенном преступлении. Здесь уже подходим творчески. Какие-то моменты не просто с видеозаписей устанавливаем
пути отхода. Ну и не с общественных видеокамер, так скажем, а, к примеру, даже с видеозаписи с автобуса, который установлен, и где мы предполагаем, что преступник мог сесть на тот или иной автобус. Или с тех же самых любительских видеокамер, да, которые, возможно, там человек проходил мимо, снимал. Алмаз, скажите, пожалуйста, какими личными качествами должен обладать следователь-криминалист? Ну, в первую очередь, он должен обладать аналитическим складом ума. То есть у нас правильно сделаны выводы следователем-криминалистом непосредственно с самого начала, да, и в первую очередь помогает быстро и оперативно достичь результата. Ну, и наверняка должен обладать какими-то еще тонко чувствовать человеческую натуру, как добрая старая старушка Мисс Марпл, да, из сериалов. Ну, естественно, обладать определенными психологическими приемами, чтобы наладить психологический контакт с потенциальным, с тем же самым, не всегда даже с лицом совершившим преступление, а даже порой бывают с потерпевшими, не всегда так просто, особенно если это касается преступления, совершенного в отношении детей. Память и внимание особое значение имеет также, потому что, обращая на мелкие детали непосредственно, и уже можно сделать, обращая на мелкие детали с места совершенного преступления, можно выйти непосредственно самого преступника. Как я уже говорил в начале передачи, 19 октября 71 год исполняется со дня образования криминалистической службы. Пользуясь случаем, несколько слов поздравлений для своих коллег. Я бы хотел поздравить всех своих коллег, а также ветеранов, следователей, криминалистов и с нашим профессиональным праздником, с Днем образования службы криминалистики, пожелать всем нам крепкого здоровья, стойкости духа и быть всегда уверенным в каждом принятом решении. И чтобы не было нераскрытых преступлений, наверное, да? А также, чтобы у вас никогда не было нераскрытых преступлений. Алмаз, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был Алмаз Габдрахманов, это заместитель руководителя отдела криминалистики и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан. Я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.